Вы здесь? Ой, вы с нами. Директор Красноярского театра юного зрителя, заслуженный работник культуры Красноярского края. Здравствуйте. Бенуа Нина Сергеевна, культуролог, основатель агентства коммуникаций в сфере культуры Асанте или Асанте. Как правильно говорится? Асанте. Не сюда? Пожалуйста. Поближе ко мне. Смолов Никита Викторович, старший преподаватель факультета сценографии и театральной технологии школы-студии МХАТ. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Ну вот и весь список. Все наши педагоги, поэтому я вот сказал вначале, что это у нас уже традиционный, хоть мы и называем это круглый стол, но это не круглый стол. Вот здесь участники, здесь педагоги. Обмен мнениями. Конечно же, очень хотелось бы, чтобы все-таки из зала были какие-то пожелания. Вот. И я бы хотел, кто первый захочет сказать свои впечатления от форума, от занятий? Зал. Вот это интересно будет. Зал. Вам понравилось? Мы очень благодарны нашей республике за то, что и театру Камала. А вы из республики? Да, я местная, казанская. Ага. Очень благодарны республике, министерству, театру, вам за то, что вы организовываете такие замечательные встречи, такие замечательные мастерские. И то, что мы, не уезжая отсюда, с нашего края, мы можем впитывать в себя лучшее, что есть в нашей стране. Это здорово. Спасибо вам большое. Еще раз, да? Для онлайн-участников еще раз. Я хотела поблагодарить наш край, нашу республику, театр Камала и организаторов фестиваля за такую замечательную возможность, не уезжая отсюда, ну лично я за себя говорю, не уезжая из своего родного города, иметь возможность получать такой колоссальный опыт и такое счастье общения с великими людьми нашей современности. Спасибо вам большое. Да, извините, пожалуйста, коллеги, мы не все здесь не в полном составе. Можно я Аллу Чепиногу сюда приглашу к нам, нашего замечательного мастера музыкального театра? Пожалуйста. Да, правильно. Маршрут такой. Ну, спасибо за такие хорошие слова. Может быть, все-таки что-то вы могли бы, ну, я не знаю, может, вам не все понравилось, может, вам чего-то не хватило, чего-то еще. Дней не хватило, я понял. Однозначно не хватило дней, Дней, еще да. хочется в 2 раза больше. Ага. А так, да, так, конечно, это просто феерично. А ну, не гостиницы знаю. вы где устроились? Я живу здесь, в Казани. Ну да, я извиняюсь. А вот приезжие ребята у нас с нашей Вот секции. приезжие. Добрый вечер всем. Спасибо огромное действительно вам за такую возможность, потому что я, например, приехала с Удмуртии, с небольшого города Глазов, из театра «Парафраз». И у нас как раз-таки нет такой возможности все время работать с такими прекрасными людьми, поэтому это просто удивительно, как мне повезло, что я увидела вот эту рекламу, что произойдет вот это вот просто супер какое-то событие. Я, конечно, не раздумывая, сразу поехала, я нисколько не пожалела. Мне, знаете, что приятно, что мы за такой небольшой срок, да, за такое короткое время мы умудряемся получить лучшее. Это же выжимка, вы же делитесь с нами самым вот таким, необходимым. Это самое вот важное, что мы должны знать. Да? То есть, конечно, у нас нет времени пофилософствовать, да, иногда и хочется, но сейчас мы понимаем, что мы очень много взяли за такой короткий срок. При этом мы понимаем, что мы, конечно, далеко не все взяли и охватили. Спасибо вам огромное, и, конечно, вам, Вениамин Михайлович, огромное спасибо. А вот как вы думаете, вот те занятия и то время, которое здесь провели, оно как-то скажется на вашей дальнейшей работе? 100%. 100%. Мы сегодня про это разговаривали. У меня лично вначале было сопротивление внутреннее. Я не понимала, про что человек со мной говорит. Мне потребовалось 3 дня, чтобы настроиться на волну господина Фельштинского.
Но это случилось, и это было такое счастье, когда ты понимаешь, что это не против твоей профессии, а это дополнение. И когда тебе помогают посмотреть на эту профессию, о которой, казалось бы, ты что-то знаешь, с другой стороны. Вот это просто спасибо огромное за это. Я тоже хотела. Вот, можно сидя, да? Оттягивал, все хотел, чтобы другие, нет, все-таки поймали за шиворот, говори. Понимаете, тут не хочется говорить такие официальные речи о творческой дружбе, о творческом таком проникновении. Не хочется говорить, потому что у меня ощущение, что я побывал у друзей, дома, в каких-то с близкими людьми, пообщался с теплыми людьми, заинтересованными молодыми людьми, с жадно воспринимающими молодыми людьми. Вот это вот то, что я хотел сказать. Но не могу сказать, что это было так уж легко, потому что это был такой довольно-таки напряженный процесс, потому что вещи пришлось говорить трудные, порой новые, вот, и поэтому и, но вот все равно получилось как-то общение такое живое. Вот, я рад вам передать привет от Петербурга. Вот со мной здесь, к сожалению, только Дмитрий Владимирович из тех, кто сейчас работал, замечательный специалист по сценической речи, с которым я имел честь в Петербурге еще работать. Лев Борисович Эренбург, замечательный наш режиссер. До меня доходило, как интересно проходят с ним встречи. Вот, Николай Викторович Писачинский, один из замечательных наших теоретиков и популяризаторов драматического театра. Наталья Анатольевна Колотова. Все наше. Поэтому... Вот. Ну и последнее буквально слово. Мы ведь хотим, что когда мы в зале сидим и начинается спектакль, чтобы мы видели людей, влюбленных в свое дело артистов, да? Художников, таких философов и просто таких эмоциональных людей. Мы хотим этого, но мы теперь убеждаемся, чтобы у нас со сцены шла такая волна любви, нужно на репетициях, во время обучения, чтобы нас охватывало чувство любви к своей профессии, все более глубокое, чувство любви к великим нашим основателям нашей литературы, к нашим классикам. Вот и все. И поэтому меня провезли по Казани вот так вот. Я увидел замечательный, красивый город. Сегодня был в Азимовской мечети. Вот, поэтому еще минутку, и я стану, понимаете, исламистом. Но сейчас лучше не быть ни исламистом, лучше оставаться всем нам, прежде всего, самими собою. Поэтому, если какие-то вопросы будут, я еще отвечу. А так, и вам спасибо большое, потому что вы излучаете гостеприимство, предупредительность, тонкость, такое какое-то обаяние художественного человека. Оно так вот чувствуется в этом театре. Спасибо. А есть кто-то из других секций, который Я из той же секции хотела сказать два из той слова. же, да. Здравствуйте. Меня зовут Анна, я приехала из Иркутска. Вот, да, из берегов Байкала добиралась долго и обратно сейчас долго. Спасибо большое за фестиваль, спасибо за тепло, за время, которого не хватает всегда. На таких мероприятиях всегда мало времени, всегда хочется, чтобы было больше, больше, больше. С Мининым Михайловичем всегда времени не хватает, это правда. Очень полезно то, как мы
погружались в работу, как мы сразу, не раскачиваясь, вошли в дом сельский дом сцен деревенской жизни. И все это время занимались этим. Спасибо большое, Вениамин Михайлович, за то, что вы всегда так втягиваете всех в Чехова. Это невероятно, это всегда меня восхищает. Спасибо вам большое. Я думал, ты кому-то несешь микрофон. А, отняли у вас. Да, вот, пожалуйста. Алексей Козлов, драматический театр города Вольска, Саратовская область. Режиссерское направление. Ну, во-первых, правда, огромное человеческое спасибо. Я, по-моему, 4-й раз подряд на форумах присутствую. Ну, даже онлайн, когда была пандемическая ситуация пандемии. Я, правда, огромное спасибо, большая радость. Я очень люблю Казань. Это, пожалуй, сейчас мой любимый город в России. С удовольствием приезжаю. Огромная благодарность кураторам, организаторам, которые с нами ходили, правда, им огромное спасибо. Я думаю, на всех секциях была вот такая... Давайте действительно похлопаем кураторам. Это Казанское театральное училище, и есть волонтеры, которые не имеют отношения, может быть, и к театру, но очень любят Казань. Вот эта прекрасная атмосфера, это вот они же рядом с нами, поэтому огромное спасибо. Я не первый раз, а теперь, собственно, о деле. Я не первый раз это говорю. Я, поскольку являюсь главным режиссером театра, и у меня по режиссерской секции всегда есть предложение, хотя бы для режиссеров. Я понимаю, что будет чуть сложнее составить расписание, но тем не менее там действующие режиссеры, они имеют в своей практике ежедневной общение со всеми направлениями, которые здесь представлены. Это и актерское мастерство, и сценическая речь, и уж тем более сценография, прочее. И да, получается так, что мы по секциям, свое. Мне бы очень хотелось, чтобы или расписание было так составлено, или чтобы режиссеры могли, в свободное время от своей секции, посещать и общаться с представителями других секций. Потому что это в практике дает огромные истории. Я каждый раз бегаю где-то там подсмотрю. И за годы, за те 4 раза, что я был, пробегая так, и я к вам подходил, просил в прошлый раз, чтобы разрешили. Мне очень хочется, чтобы это на методологическом уровне, на уровне составления программы было, чтобы мы могли это делать. Это крайне важно, потому что мы же видим, подсматриваем, цитируем, находим возможности делать нашу жизнь на местах ярче и богаче. Мне кажется, в этом есть определенный смысл и задача форума в том числе. Еще раз огромное спасибо и благодарность. Хорошо. Надо будет написать на всех дверях, где проходят секции, режиссерам вход свободный. Да, режиссерам вход свободный. И понятно, это не так просто составить так как-то. График, да, потому что тогда это надо месяц посвящать этому. Спасибо за предложение, это очень, важная штука для режиссеров. Да, это я согласен. Да, это так. Здравствуйте. Это так. Не видят меня. Нет. Первый ряд. Я самая маленькая, наверное, была в группе. Здравствуйте. Мы из города Сургута. Театр актера и куклы «Петрушка». На самом деле у нас такие большие проблемы, можно сказать, театр без театра как такового. Поэтому, когда приходили преподаватели и рассказывали о реконструкции своих театров, о постройке новых театров, слюнки бежали. Такие полномасштабные, какие-то проекты можно делать, а мы стеснены в средствах. Есть к чему стремиться. Но они делились
опытом, отвечали откровенно на все вопросы, как, что. Вот. И за это им большое-большое спасибо. У нас, к сожалению, Ну, нету нет, нет, педагогов. я вот прям на них смотрю и говорю им большое-большое А, вот, спасибо да. за то, что они поделились опытом своим. Немножко, ну, за вот эти 5 дней работы был потрясающие 3 часа работы с Олегом. Это именно была практическая работа, я не вспомню фамилию, бутафорка. Кочиков Олег. И там была именно практическая работа. Вот прям еще бы чуть-чуть хотелось поработать руками, узнать что-то нового именно по бутафорской деятельности, по реализации именно материальной части воплощения. Было бы прям просто замечательно. А вы одна приехали из Сургута? Нет, вот у меня Это вы еще все из компания. Сургута? Нет, не всем. А, вдвоем? Втроем? Втроем. Но еще был То есть у вас Сургутский нет, драматический у вас театр. нет здания, Торговый центр. а вы в торговом центре работаете? Да. У нас такой маленький зальчик, оборудован своими руками. А Сургут город не маленький, там Не маленький, но вот на наш и не именно бедный, театр да. денег все никак не находится. А есть еще кукольный театр какой-то? Или только вы? В нашем регионе, Нет, в городе. в городе нет, Только вы в торговом центре. Да, да. Ну это да, грустно. Поэтому, да, ребята в самый первый день рассказывали, кто откуда приехал, и рассказывали про свои театры, про то, как они... Хвалились. Ну, не хвалились, кому-то с трудом тоже они доставались, да, но это такой бесценный Это опыт. жестоко, надо было им немножко как-то. Бесценный опыт. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Все было очень-очень интересно. Добрый вечер, уже Константин. Меня зовут Панахиткин, Прокопьевский драматический театр, заведующий художественно-постановочной частью. Очень рад гостеприимной обстановке, которую организаторы здесь и персонал театра, как они дружелюбно все это дело организовали, как у себя дома. В Казани я впервые, и город с такими смелыми архитектурными вещами, то есть дома завораживают просто, и город красивый, и сама встреча полезная. Вот даже в частности видел Пермский театр, как Руслан представлял театр, рассказывал про механику, фантастическую механику сцены Пермского театра. У нас прошла реконструкция в зале в Прокопьевске, и у нас есть к чему стремиться, то есть у нас штанкетное хозяйство нужно будет привести тоже механику, автоматизировать, поэтому есть направление, куда двигаться, то есть оснащение нашего зала еще оборудованием более современным, чтобы можно было проводить более такие интересные спектакли. Поэтому мы пробежались по всем, наверное, болевым точкам театра за эту неделю, то есть охватили и бутафорию, и у нас были искусственный интеллект, рассказали про нейросети, искусственный интеллект, как можно его применять в постановках, то есть формировать эти рисунки, скорость то есть чрезвычайно полезные темы были затронуты. То есть огромное спасибо организаторам. Мы очень довольны. Спасибо вам. А можно я добавлю? Вот Казахстан. Можно я добавлю? Самое ценное в этих мероприятиях, что мы с друг другом знакомимся, обмениваемся контактами, и я думаю, что это будет наша дружба такая здесь случившаяся на многие-многие годы. Спасибо вам огромное. Дай Бог. Добрый вечер. Меня зовут Тимур. Казахстан, город Атырау, Атыраускый молодежный театр. Я являюсь главным художником этого театра. Мы приехали коллективом, 9 человек нас. Мы очень благодарны вам, организаторам.
всем участникам и нашим мастерам, в частности, Эмиль Борисовичу, очень благодарность. Вчера мы его проводили, сертификаты получили. Всем спасибо. И надеюсь, что встретимся еще. Мы в Казани впервые, поэтому хотелось бы еще участвовать в дальнейшем в этих фестивалях. И у нас такая традиция, кто в этом году поехал, в следующий год не поедет. Поэтому у меня просьба, чтобы пофамильного, если можно, отправить пригласительный, да, чтобы мы попали на этот форум-фестиваль. Большое спасибо всем. Надеюсь, что встретимся еще. Всем творческого успеха, высот. Всем спасибо. Спасибо. А кто такую традицию установил вам? Кто такую традицию Нет, у нас ввел? просто все финансируют театр, и дорогу, и жильем обеспечивают, и поэтому, наверное, у них тоже... там кастинг, что ли, у вас? А как решают? Это просто 2 года назад я не поехал, поэтому в этом году меня решили отправить. И я же не знал, что в таком формате будет проходить форум. Поэтому мне захотелось еще участвовать. А вы можете схитрить. На форум будет через год, а на следующий год фестиваль. Вы приезжаете на фестиваль. Ну, хоть на фестиваль, хоть на форум. Вы скажете, я только на форуме, на фестивале еще не был. Меня еще пригласили в октябре, здесь будет проходить конференция. Да, вот на этой конференции выступать на этой конференции. Ну вот видите. Вот. Но хотелось бы еще раз на форум приехать. Хорошо. Но традицию мы отменить не можем никак. Это священное если дело. Вы пригласительно отправите, тогда они отменить все-таки можно, да? Ильфир Ильшатович. Что они что-то должны. Ты, пожалуйста, записывай. Нет, правда, без шуток. Ой. Добрый вечер, Якутия. У нас тут 2 театра. Тут девочки сидят из Сахакадемического театра, девочки, да. И мы представляем театр эстрады Якутии. Мы, так как здесь секции все поблагодарили, мы посчитали, тут у нас самое главное нету нашей, да, тут, поэтому Эльвиры нету, да, поэтому думали, может, она скажет слово от нашей секции «Музыкальный театр». Но так как ее нету, решила взять я микрофон, да. Поэтому мы хотим, естественно, поблагодарить нашего Сан Саныча Пантыкина. Вот мы очень прям рады, что мы попали на эту секцию. Вот, конечно, огромная благодарность и Андрею Алексееву, и Соколову Даниар. Даниар здесь, да, был? Вот сидит сзади, позади вас. Вот, вообще очень большое спасибо ребятам, очень замечательные были лекции, много тоже как бы познали. Вот, и, конечно, Сан Саныч это для нас, не знаю, он как бы был наш, среди студентов же есть куратор самый главный, да, вот препод, и вот Сан Саныч один из самых наших, получается, любимых и главных, вот, огромное из театров, да. И, конечно же, вот знаете, что я хотела поддержать нашего, вот, своего коллегу Самары, режиссера, Саратов. Саратов, извиняюсь, да, из Саратова, который, что вот пожелание того, что хотелось бы, знаете, был все-таки свободный доступ и к другим секциям, да, потому что мне... Только режиссеров касается. Нет, допустим, я режиссер по образованию. Да, нет, вы говорите режиссер, всем. Но, нет, смотрите, я вот как, как руководитель, мне было интересно и посетить менеджментскую секцию. Мне как режиссеру было интересно и к режиссерам попасть, и к сценографистам, по сценографию, да, и так далее. Но и как музыкальный театр, естественно, я выбрала музыкальную секцию, музыкальный театр, что мне там тоже, чтобы взять познание и поговорить. Хорошо, как бы с Сан Санычем мы поговорили и по теме там, и по штатному расписанию, вообще о театрах и проблемах и так далее, да, вот. Но мне было, например, очень интересно и туда, и сюда, да, вот. Но как-то вот эти секции твоя держит, вот. И поэтому, как-то, если есть возможность, чтобы нас могли тоже допускать на другие секции. Но если не всем, то тогда режиссер
плюс директор. Пусть... А там еще захотят кто-то. Ну да. Но мне, например, как руководитель театра, менеджмент тоже интересен. Вот. Но, Нет, к просто мы сожалению, проходили это, мы это проходили вот такую, когда это такое волны какие-то непонятные. Туда люди придут, сюда. И такое впечатление, что никому ничего не нужно. Вот так вот Ну, просто хорошо, тогда мне бродят повезло. туда-сюда. Вы Поэтому мы ограничим. А каково педагогам? Мгм. Вы понимаете, формируется какая-то группа, налаживается какой-то контакт. И тут вдруг появляется еще кто-то, еще Хуже, кто-то. если не появляется, извините, а уходит. Сразу у тебя мысли, я что-то не то сказал, не так веду занятия, понимаете. Другой вопрос, что можно, наверное, придумать Вот формат режиссером, да, я говорю, режиссер таких... был. Не, ну ладно, мне повезло, я режиссер тоже, да, ну Да, вот вот поэтому всё. тут разрешение как бы я получила. Но тем не менее, все-таки хотелось бы, чтобы вы, ну это тоже как-то, ну немножко учли. Можно я предложу? Да? Поскольку я 4-й раз работаю на этом форуме, и через онлайн-формат мы проходили, мне кажется, что просто нужно делать такую творческую встречу с каждым из специалистов для всех желающих, помимо того класса, который он ведет. Да, тогда, может быть, хоть в какой-то мере, но будет понимание, чем мы занимаемся. Да? А Вениамин Михайлович меня всегда поддерживает за 16 лет нашего союза творческого. Поэтому, возможно, это в какой-то мере проблему решит. А вот такое хождение из мастерской в мастерскую, это гораздо сложнее и организовать, и это отвлекает, и разрешает. Ну да, поэтому мне кажется, что вот можно подумать в таком направлении. Добрый вечер, мы из Чувашского государственного театра «Кукол». Нам уже пора ехать, но мы не могли уехать, не поблагодарив Дмитрия Владимировича. Большое вам человеческое спасибо, что провели с нами эту целую неделю и многому нас научили. Большое спасибо. Я хотела вот, знаете, как предложить, например, общие какой-то, ну, общие уроки, как в школе, например, да, есть общие уроки, да, и дополнительно одно занятие, например, ну, может, как объяснить, типа мастер-классов. Вот мастер-класс, дополнительный мастер-класс, например, для желающих дополнительный мастер-класс. Понимаете? У вас своя группа как бы, да? А потом, например, в свободное время такое окно образуется или что-то. Вот, например, режиссер уже дополнительный мастер-класс проводит. И зал побольше уже набирается, допустим. Наш руководитель по музыке тоже, например, свои основные уроки как бы проводит, а потом после уроков для двоечников, короче, дополнительные для других секций, которые тоже хотят. Вот так можно же тоже сделать. Потому что я тоже слышала, что наши тоже бегали, но их не пустили. Я не буду говорить, кто это бегал. Я бы тоже бегала, да, но я просто понимаю, что я не хотела подводить своих преподавателей, нас было мало. И если будет сидеть один человек или два человека, тоже неприятно. Тоже хотела поблагодарить. И я давно уже телевизор не смотрю. Ну, у меня телевизор включен, бывает, как фон, да. И что-то в Ютубе давно не было. Но вчера что-то включила телевизор. Я стала вот все ставки, все музыкальные эти по-другому слышать. Я их раньше не слышала. Я просто что-то там было, а сейчас все начала слышать. А вы представьтесь, пожалуйста. Я любитель, но я как бы работала долго очень с детьми, я проводила мероприятия, я больше режиссер-постановщик, чем актер и режиссер. И просто я сейчас хочу набрать группу, я из Набережных Челнов, у нас очень модно направление работы с пенсионерами, очень много молодых пенсионеров, они ходят и рисуют, и вот я тоже ходила в один такой клуб, и у меня вот сейчас две идеи. Вторая у меня идея, я увидела в Ютубе, видела, как выступают, как танцуют глухонемые, которые не слышат музыку. Вот у нас еще есть такая школа глухонемых. Вот мне свои идеи, конечно, нельзя рассказывать, они не осуществятся. Но эта идея уже лет 10. Вот с глухонемыми попробуйте работать не в качестве там вот для зрителей, да, а просто с ними попробовать поработать. На форуме первый раз, а фестиваль я посещаю вот с 2017 года. Просто самый супер фестиваль, который вот, я в России нигде не была, но Навруз, наверное, это самый супер фестиваль. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.
Может, кто-то из педагогов? Мне передали микрофон. Ага, всем добрый вечер. Конечно, конечно, конечно. Передали микрофон. Ага. Я из города Уфы, Башкортостан, заведующий музыкальной частью Башкирского академического театра имени Мажита Гафури. Как узнал, что здесь новый виток, да, музыкальный театр, с удовольствием приехал. Очень под большим впечатлением, потому что ценнейшая информация, очень высокого уровня профессионалы. Каждый день рассказывали, ну, такие вещи, как у меня пазлы постепенно вот так, ну, очень широкий круг вопросов закрылись. И я думаю, польза огромная будет с новым вдохновением. И Алла Юрьевна, вам спасибо тоже. Вот Александр Александрович, Андрей Владимирович, все высокого уровня специалисты. И Алла Валерьевна. А почему-то здесь Юрьевна. Да, там ошибка, на самом извиняюсь. деле. Алла Валерьевна Чепинок. Спасибо вам большое. Вот, и очень надеюсь, что вот это первое начинание по музыкальному направлению, она будет все, ну, как бы, с каждым годом все больше и больше, да, ну, слушателей приводить. Вот. Очень хотим вас еще раз потом, ну, увидеть, услышать музыкальными новостями. Спасибо. Здоровья всем. Всем добрый вечер. Для меня этот форум начался в декабре месяце, когда позвонил Данияр. Ну, сейчас я уже понимаю, что он позвонил с подачи Андрея Владимировича. Вот, и поэтому я заранее запланировал, ведь найти сегодня неделю в своей жизни – это очень сложно, потому что мы все занятые люди. И я хотел просто всем, кто эту неделю нашел, сказать огромное спасибо, потому что я думаю, что никто об этом не пожалел. Данияр как-то сразу расположил меня, еще ничего не было понятно, но заветные слова «музыкальный театр» как-то меня неожиданно настроили. Я понял, что я могу пригодиться, потому что кое-что в этом понимаю. А дальше в дело вступила Гульшат Фатахова, я ее не вижу здесь. Вот, я бы тоже хотел ее поблагодарить, потому что она удивительным образом все какие-то сложные вопросы, связанные, так сказать, с приездом, достаточно быстро решила, и поэтому я бы ее особенно хотел бы отметить. Гульшат. Ну, третье мое сильное впечатление – это то, что ко мне приставили человека. Значит, я сначала подумал, да, я подумал, что, может, я какой-то ненадежный, что я, может быть, куда-то, так сказать, сбегу или еще какие-то. Но я тоже хотел о нем сказать. Это молодой парень, который только начал учиться в театральном училище. Его зовут Ильнар, но я его не вижу. По крайней мере, он неотступно следовал за мной. Поэтому я все время себя чувствовал под колпаком, так сказать. Это было очень мило. Это, кстати, тоже, потому что, чтобы... Я уже, знаете, уже начинал придумывать что-то такое. А что вот я мне такое придумать бы, чтобы мой, так сказать, куратор... Нет. Все задания выполнялись. То есть это была какая-то фантастика. Нужен Wi-Fi, пожалуйста. Нужен проектор, пожалуйста. Нужно зайти за пивом в спар, пожалуйста. Нужно... То есть... Понимаете, я себя чувствовал настолько в своей тарелке, что даже было неудобно иногда, и поэтому этому человеку я тоже хотел выразить благодарность, потому что, безусловно, это создает определенную атмосферу для тебя, гостеприимство и так далее. Третий, это уже не третий, уже четвертый человек, который поразил меня, это Ильфир Ильшатович Якупов.
который вошел сейчас и которому я хотел бы отдельно поаплодировать и сказать, конечно, потому что такие форумы, такие фестивали без мощного руководителя невозможны, поверьте мне, я руководитель, художественный руководитель, пускай маленького театра, но я представляю, что это такое. Поэтому, Эльфир, огромный респект и за книгу отдельное спасибо. Не знаю, дойду ли я до конца, она толстая довольно, кстати, да? Но, по крайней мере, я уже первые страницы открыл и уже начал листать. Поэтому, ну и потом я пообещал Эльфиру тоже написать книгу, и мы уже решили, так сказать, ее издать в ГИТИСе. То есть я тоже продвинулся, да, в каком-то смысле. Совершенно замечательный был концерт, я не могу об этом не сказать. Замечательный оркестр, и для драматических театров нашей страны это фантастика, когда в штате театра 44 музыканта. Ну, может быть, ставок и меньше, но на сцене было 44 музыканта. Я вам скажу, что сегодня этим похвастаться могут далеко не многие театры, даже центральных городов. Я имею в виду Санкт-Петербург и Москву. А в Казани это есть. Давайте поаплодируем замечательному театру, который это сделал. И, кстати, опять мы вернулись к Данияру, значит, потому что Данияр очень талантливый музыкант, и я просто узнал, что он сейчас еще и учится в Санкт-Петербурге. Вот мы сейчас Андрей Владимирович об этом скажет, в одной из лучших школ дирижерских. Это значит, что в Казани появится еще один мастер своего дела. Я уже долго говорю, да, извините, ничего, нормально? Спасибо, спасибо. Вот. Я не могу не сказать про артистов, которые выступали на этом концерте. Для меня, честно говоря, было удивительно, что эти люди не совсем с музыкальным образованием, многие, да, но насколько они чувствовали, так сказать, музыку, насколько они работали с оркестром, с какой отдачей. Вообще этот вечер очень хорошо закончился дискотекой. И я тоже бодро отплясывал, и надо сказать, что давно этого не делал. То есть в этом смысле, так сказать, происходит какое-то возвращение в детство. Ну, в каждом из нас, так сказать, живет ребенок. Вот я, похоже, в него впал. Вот. Ну и последние слова, которые я хотел сказать, я уже долго говорить не буду. Это я хотел поблагодарить нашу группу, музыкальную секцию, которая героически ходила на наши лекции с Андреем Владимировичем, вот, и принимала активное участие в наших... То есть у нас все занятия, это был разговор. Это были беседы о музыкальном театре, о том, как он устроен, как сегодня, что лучше, что хуже. И даже мы приоткрыли какие-то тайны, связанные с авторским правом, с количеством денег, которых нужно платить композитору, например, за спектакль, как нужно писать правильно договор авторского заказа. То есть у нас были очень разные... Данияр ходил на эти занятия? Ты мне расскажешь. Поэтому и мы, надо сказать, что не только мы выступали с кафедры, но и из зала очень часто были интересные реплики слушателей наших, и мы тоже чему-то учились. Ну и последнее, за что я хотел поблагодарить, прежде всего, за приглашение на форум, то, что он заставил меня привести мою голову в порядок. Потому что 6 подряд лекций, но это нужно было подготовиться, это нужно было все равно для себя какие-то вещи уяснить, чтобы потом уже делиться ими с другими людьми. Спасибо. Ну, добрый день. Переговорить композитора Пантыкина невозможно. Он говорит, что ноты пишет, а в принципе он плодовит. Но я его могу передирижировать. Вот. Я присоединяюсь ко всему тому, что сказал Сан Саныч. Это действительно большое событие и для Казани, и для России. И действительно организаторам удалось собрать самых топовых педагогов нашей страны для того, чтобы
они познакомились с вами, передали какие-то свои знания, поделились опытом. Это очень замечательно. Безусловно, мне как музыканту приятно, что появилась музыкальная секция. Наверное, нужно будет еще организаторам думать о том, как ее развивать, потому что, когда приезжают сюда известные, в общем, музыканты, мне кажется, не должны в стране оставаться ни студенты консерватории, ни студенты театрального училища. И нужно просто думать, в какой форме они могли бы тоже получать кусочек этого счастья, когда вы привозите сюда мастеров. Спасибо, вот. да, спасибо. Мне кажется, что просто этот первый блин не комом, но вот мы по количественному составу, да, мы поняли, что, сказать, конечно, хотелось бы, чтобы количественно было бы это больше. Вот. Но, тем не менее, от этого хуже не стало. Вот. Я понимаю, что, наверное, музыкальная секция появилась недаром, потому что, давайте говорить честно, в Казани как бы сегодня нет музыкального театра. Есть театр оперы и балета, есть театр Камала, в котором действительно замечательный и маэстро, и оркестр, но вот мне кажется, в культурном ландшафте Казани не хватает таких спектаклей, как музыкальная комедия, оперетта, мюзикл, и, естественно, сказать, которые идут в нормальном стационарном театре под оркестр с живыми солистами, бэк-вокалом, хореографией, да, Сан Саныч? Вот, хорошим оформлением, с дорогими художниками, с хорошей дорогой сценографией. Вот. Мне кажется, что вот появление этой секции музыкального театра на форуме, это, наверное, первый шаг вот в эту сторону, чтобы в Казани в дальнейшем, через год, 2, 3, 5, появился новый музыкальный театр, а может быть, это будет музыкальный театр под управлением театра Камал. Мне сказали, что в новом здании там будет 7 залов. Да? Сколько? 7 или 5? Данияр. Кто вам сказал? Данияр, я тебя сдал. Данияр, ну ты Данияр. что? Разошелся. У тебя не будет ничего, я понял. 4 зала. 4 зала. Кстати, и будет, допустим, 5-й зал, это будет как бы зал для музыкальных спектаклей. Вот 4-й для музыкантов. Да, 4-й, да? Да. А 3-й кому? Нет, 3-й нет, 3 наших, 4-й его. А он уже не ваш, да? И будет просто дирекция... Дело в том, что татарский национальный, и не только татарский, я думаю, почти все национальные театры России, они музыкальные. И не только России. Возьмем грузинский театр, возьмем украинский театр, возьмем туркменский, таджикский, узбекский, казахский, башкирский. Основная доля приходится на музыкальные спектакли. Сколько у вас спектаклей идет с живым оркестром в Камале? Вот это уже другой вопрос, живым или не живым. С живым понимаете, у нас идет пока 3 спектакля. Сегодня даже драматические театры, которые ставят мюзиклы под фонограмму, да, участвуют в «Золотой маске» в номинации «Оперетта мюзикл» и даже, так сказать, получают. Да? Просто тут вопрос, что называть музыкальным театром. Ну, конечно, да. Тем не менее, я желаю следующему форуму дальнейшего процветания и спасибо за этот. Спасибо вам. Я, в свою очередь, тоже хотела бы подключиться к нашим коллегам и сказать от себя следующее. Я второй раз приезжаю в Казань, и насколько потрясающий город. И какая все-таки человеческая теплая зависть меня разбирает, когда я вижу, как город, администрация города поддерживает театр, который, в свою очередь, является важным градообразующим компонентом Казани. И вот когда возникает такая смычка между властью и идейными вдохновителями, такими как вот Эльфир Экупов, человек, который существует сегодня в таком масштабе личности. Поверьте, во многих форумах, фестивалях мы участвуем и выступаем, но когда видишь своих коллег, у которых хочется тоже чему-то научиться, я так же, как и вы, отложила свои дела, выбрала это время в театре в городе Красноярске, в театре юного зрителя, которым я руковожу сейчас, идет тоже капитальный ремонт, это огромное строительство. И не поверите, я сегодня сказала: Эльфир, я не пойду на круглый стол, пока мы не сходим на стройку. С этим мужчиной мы пробежали по этим, я не знаю, там 53 тысячи квадратных метров. Я немножко не подготовлена к встрече с залом, потому что просто физически невозможно было переодеться. Эльфир, я желаю тебе вот сохранить в себе то количество энергии, которым ты аккумулируешь.
вокруг тебя собираются профессиональное сообщество, ты даешь столько знаний, столько, ты так расширяешь линию горизонта этим молодым и прогрессивным ребятам, которых вот слушаешь, любуешься ими. А вам хочу сказать, дорогу осилит идущий, дорога к знаниям – это самый лучший путь. Поэтому учитесь, впереди еще много фестивалей. И не могу, конечно, не сказать о том, что с 27 августа в Красноярске тоже продолжается 6-й фестиваль «Язык мира», где тоже есть интересная образовательная профессиональная программа. Будьте любопытными, дерзайте, у всех все получится. Ну, я бы продолжила секцию музыкального театра. Сан Саныч сказал, что никто не пожалел, кто приехал на целую неделю. Я пожалела бы, что я приехала только на 2 дня. И очень сильно этим огорчена. Хотела поблагодарить нашу группу, с которой мы занимались. Первый день у нас был посвящен заявленной теме, а во второй день мы уже занимались по запросам наших слушателей. И хотела бы принести такое предложение, может быть, до начала следующей, если секция будет продолжаться, я надеюсь, что она будет продолжаться и развиваться, собирать запросы, о чем бы могли поговорить и что требуется, потому что театр разный, музыкальный театр очень разный и очень многожанровый. И я очень рада, что в нашей секции все слушатели были люди взрослые, работающие, и отвечать на их вопросы и готовить темы под запрос – это одно удовольствие. И я рада, что у нас получилась не лекция, а семинар в полном смысле этого слова. И вот такое предложение у меня. Подумать на том, чтобы все-таки собирать запросы заранее, чтобы мы могли подготовиться более в широком спектре и попадать точно в цель запросов. Кстати, пришла Гульшат, давайте ей поаплодируем отдельно. Пока тебя не было, я про тебя рассказывал. Я уж не буду повторяться. Да, я хотела поддержать Аллу, потому что в моей секции пиар-коммуникация – это тоже очень важно. Как часто бывает, после того, как ты отчитываешь какую-то лекцию по пиару, потом просто приходится оставаться после лекции, с людьми общаться, потому что все эти задачи, которые касаются региональной проблематики, их проще обсудить вот тет-а-тет. И если бы, конечно, тоже я, как Алла, знала заранее какие-то проблемы, потому что когда я ехала сюда, я первый раз в Казани вообще. Я не знала, кто будет в зале, какие театры, вообще не знала, все ли это будут театры или будет еще кто-то, да, поэтому, да, я поддерживаю, что было бы здорово знать заранее. Вот, а раз уж микрофон у меня, то я хотела сказать тоже большое спасибо организаторам, потому что, когда ты занимаешься коммуникациями, всегда нам всем очень важен диалог, и когда мы общаемся с представителями региональных театров, да, совершенно, мы обогащаем друг друга, совершенно не важно, что там я из Москвы, кто-то еще из какого-то города, мы на самом деле действительно обогащаем друг друга. Просто сидеть в Москве сам себе красивый, как бы так далеко не уедешь. Вот очень важно общаться с коллегами со всей страны. Это всегда огромное удовольствие и огромная польза для меня в том числе, для меня самой. Спасибо. Гульшат, тут вот действительно хорошее предложение, подумал, ведь у нас как-то складываются участники, мы же уже их знаем до начала. Да? Да, то есть вот это предложение хорошее, можно педагогам уже выслать, кто будет в их группе, ну да, хотя бы этот момент, да? Ну, просто получается, да, что вот, например, в пиаре в коммуникациях хочется какой-то практики, но заранее, опять же, я коллегам это говорила, повторю, я пыталась так делать, но когда очень разная аудитория, вот у кого-то театр без помещения, да, у кого-то государственный академический, если бы я знала это заранее, я бы могла как-то это продумать, а на месте быстро сориентироваться, я пыталась давать людям задания, и они не всегда могут это сделать. Вот у меня было как раз 2 лекции. Да. У меня было 2 лекции, 2 пары. Получается, что я могла бы одну сделать теоретическую, а другую как раз семинаром. Это идеально было бы. Спасибо.
Да, вы знаете, у нас вот факультет сценографии только час назад где-то завершилась защита, значит, программы дополнительного образования. И вот это уже второй раз в рамках Наурuz происходит. Ну, я присутствовал на Наурузе в прошлый раз как бы в дистанционном формате. Этот раз вот физически, собственно, здесь в театре, и второй раз в театре. И в Казани вот уже 5-й раз. Но каждый раз, когда я сюда приезжаю, естественно, для себя что-то новое открываю. Естественно, теперь я очень тесно как-то знаком с театром Камала. Потрясающий театр и потрясающая организация вообще форума. И вот от лица, я думаю, что руководство и всей школы-студии хочется сказать спасибо. Ну, Ольга Сергеевна, к сожалению, вот не смогла присутствовать, но я думаю, что она полностью солидарна. И спасибо вам огромное за такое потрясающее вообще действие и за такую домашнюю атмосферу. И будем рады в следующий раз тоже присутствовать и все эти процессы, собственно, повторить в каком-нибудь, ну, я не знаю, другом масштабе. И спасибо большое. Я бы хотел дать слово Ильфиру Ильшатовичу. Ильфир Ильшатович, подойдите, пожалуйста, да? О вас так много сегодня говорят, было бы неприлично вас как-то не использовать. Еще раз. Спасибо большое за мнение. Еще раз добрый день. Да, вы сами прекрасно знаете, спектакль одним человеком только не строится, спектакль не получается одним человеком. В спектакле работает команда. В организации этого же форума и Науруза фестиваля работает большая команда. Во главе, и потом, понимаете, мы совместно с Фарид Равкатовичем выбрали такую, как сказать, политику или направление, что за творческую составляющую, вот каких педагогов приглашать по творческой составляющей, все решал Фарид Равкатович. Поэтому по музыкальным предлагал также Данияр, Гульшат предлагали. И это вот таким образом интересным сложилось. И, естественно, административная часть у нас, слава богу, Аллах ашкар, очень хорошая команда, которая может принять любое количество, наверное, участников. И большое-большое, конечно, вам спасибо. Я думаю, вот эта вот работа этого маховика никто не замечал, а он работал и работал, шел, да, он закрутился и идет. Я даже иногда сам отходил в сторону от форума и смотрел, как она работает. Это уже для меня, как для директора форума, очень приятно и здорово. Я благодарю нашу команду, которая пронесла эту неделю, даже не неделю. Вот мы сегодня закрываемся, и мы уже в августе начинаем строить программу на следующий год. Сразу же начинает. То есть это не одного дня, не одного месяца работы, не одной недели, а много-много-много дней работы. Спасибо. И я, да, хочу воспользоваться. Вот тут стоят и Зухра, и Ленар, и Гульнас, и Артем, и Гульнур. Ну, все вот наши, ты сказал уже, Ильфир, я хочу все-таки вот прямо еще раз поблагодарить всю команду. Да, всю команду. Действительно. Что? А мы уже сказали о них. Гульшат, ты опоздала, ты надо вовремя приходить. А? Ильнас, да, это наш. Хотя он работает в цирке сейчас, он ушел от нас. Но с нами как-то так не покидает нас. И вот, да, хочет. Да, спасибо большое за организацию замечательную. Спасибо кураторам. Ребята очень поддерживали и были очень внимательными. Конечно же, Искандеру Валиеву, тоже вашему когда-то, да? А сейчас он возглавляет театр ИО директора ТЮЗа имени Кариева, где мы занимались все это время, кроме сегодняшнего дня. Огромное спасибо. Что я хочу отметить по поводу всех форумов, что у вас всегда есть какая-то генеральная идея, что вы не просто даете
время для секции и место для секции называете актерское мастерство и сценическая речь, но все это объединяется какой-то сквозной линией. В этот раз это предлагаемые обстоятельства. Когда-то это было исследование конкретного произведения, это что-то могло быть из театральной антропологии, как я помню, да, в прежние Наврузы форумы. Поэтому, мне кажется, это то, что качественно отличает ваш форум от многих-многих других, где тоже бывают, проводятся вот эти образовательные секции, образовательные программы. И мне кажется, что нужно продолжать, чтобы фантазия не иссякала, продолжать в этом же ключе, чтобы всегда была тема, которая объединяет и под которую очень интересно подстраиваться. Мне кажется, и педагогам тоже это полезно в большой степени, и ты перестаешь быть таким заводным человечком, когда из раза в раз, из семинара в семинар с этими мастер-классами выступаешь с одним и тем же. Ты все время адаптируешь свои знания, свое представление о предмете под эту самую тему. Так что я вам желаю развиваться дальше в этом направлении. Огромное спасибо всем участникам. Из моей секции остался буквально один человек, мой коллега Инсаф. Все остальные уже, наверное, побежали практиковать. Ну что, тогда можно сказать, что форум окончился. Да здравствует новый форум. Все. Всем огромное спасибо. Ждем следующего форума. И следующий год фестиваль. Так что я думаю, что многие воспользуются полученными знаниями. И мы увидим уже на фестивале какие-то, может быть, небольшие, но результаты